Привет, друзья, с вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Nokta Live. Сегодня пятница, и, как обычно, в это время мы комментируем наиболее важные события прошедшей недели. В декабре ожидается очень важное событие для Молдовы. Саммит Европейского Союза, на котором может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Молдовы и Украины в Европейский Союз. Пока мы не знаем, будет принято решение о начале переговоров или нет, но однозначно Молдова не отказывается от своего европейского пути, который начался в 2005 году. И сегодня Молдова близка к цели вступления в ЕС как никогда. Однако, наблюдая за политической ситуацией в Гагаузии, складывается такое впечатление, что Гагаузия не часть Молдовы и не собирается в Европейский Союз в составе Республики Молдова. Такие выводы мы делаем, наблюдая за публичными высказываниями гагаузских политиков, за дискуссиями, которые ведутся в Народном собрании, и за темами, которые обсуждались в рамках прошедших местных выборов. Удивительно, но темы вступления в ЕС нет в нарративе местных политиков. Наоборот, здесь звучат антиевропейские высказывания. Тут, наверное, стоит оговориться и сказать, что антиевропейские высказывания в Гагаузии звучали практически всегда. Но, тем не менее, в Гагаузии не было массовых возмущений, когда правительство страны подало заявление в ЕС на получение статуса кандидата. В Народном собрании тогда возмутились лишь тем, что Гагаузия не была вовлечена в процесс подачи заявки. Исходя из этого, у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что антиевропейский нарратив – это всего лишь часть риторики местных политиков и не имеет за собой поддержки жителей Гагаузии. Однако это не так. Гагаузское сообщество в большинстве своем настроено антиевропейски. И тут очень важно найти ответ на вопрос. Гагаузское сообщество не хочет в Европейский Союз, а вместо этого хочет в таможенный союз? Или гагаузское сообщество на самом деле хочет стать частью России? Ответ на этот вопрос прежде всего важен для понимания политическим силам и партнерам по развитию, которые работают в Гагаузии. Многие задаются вопросом, почему многомиллионная помощь Европейского Союза и внимание партнеров по развитию на протяжении почти десятка лет никак не изменило отношение гагаузов к проевропейскому пути или к Европейскому Союзу. Далеко за примером ходить не надо. Достаточно вспомнить начало 90-х, когда Турция играла большую или важную роль в разрешении гагаузского вопроса и оказывала гагаузскому сообществу не только политическую, но и экономическую поддержку в вопросах обретения особого правового статуса и в вопросах социально-экономического развития региона. Турция со своим экономическим и политическим потенциалом могла стать для гагаузов реальной геополитической альтернативой Москве. Но, как показывает практика, Турция не стала геополитической альтернативой для Гагаузии и для гагаузов. Да, в определенной степени Турция воспринимается как гарант особого правового статуса гагаузской автономии, но гагаузы воспринимают себя не столько частью тюркского мира, сколько частью русского мира и до сих пор грезят о мечтах о восстановлении Российской империи в том или ином виде. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно выйти на улицу и поговорить с прохожими на эту тему. Резонный вопрос в этой ситуации, который задают очень многие и задавали в 2014 году во время так называемых гагаузских референдумов о внешнеполитическом курсе Республики Молдова, это как Гагаузия собирается стать частью таможенного союза или Российской Федерации, если у Республики Молдова нет общих границ ни с таможенным союзом, ни с Российской Федерацией. Но не стоит тут искать логики, это вопрос убежденности гагаузского сообщества в том, что Гагаузия и Республика Молдова должна быть частью Российской империи в том или ином виде. Тут следует оговориться и сказать, что речь не идет о гагаузском сепаратизме как об отделении Гагаузии от Молдовы. Гагаузия не хочет отделения от Молдовы. Большинство в Гагаузии хочет, чтобы Молдова стала частью России, и поэтому и гагаузские политики, и гагаузское сообщество видят себя как инструмент сдерживания Молдовы от интеграции в Европейский Союз и удерживания Молдовы в сфере влияния Российской Федерации. И тех, кто выступает за это, их не смущает, что между Молдовой и Россией находится Украина, которая сопротивляется имперской политике России с оружием в руках и отбила российские войска из-под Киева, Харькова и Херсона. Их не смущает также то, что Россия не может восстановить свою империю ни политическим, ни военным путем, как бы она ни старалась все эти годы. Не говоря о том, что многих не смущает и моральная составляющая этого вопроса, поскольку украинские гагаузы, сородичи молдавских гагаузов, гибнут на поле боя наряду с другими гражданами Украины, защищая Украину от российских оккупантов.
И, казалось бы, положение, в котором оказались соплеменники молдавских гагаузов в Украине, должны изменить отношение большинства в Гагаузии к русскому миру и к Путину. Но, к нашему удивлению и глубокому сожалению, этого не произошло. Казалось бы, в контексте военной агрессии России против Украины проевропейские настроения должны были усилиться, но наоборот, мы видим усиление фобий в гагаузском сообществе, связанных с европейской интеграцией. Гагаузское сообщество на этом фоне начинает активнее голосовать за самые радикальные пророссийские и антиевропейские партии в Республике Молдова. Если рационально смотреть на вещи, то становится очевидно, что Европейский Союз в Гагаузии должен стать более популярным, потому что Европейский Союз — это то место, где территориальные автономии, как Гагаузия, и малые этнические сообщества, как гагаузское сообщество, пользуются законодательной защитой, а также финансовой и экономической поддержкой для социокультурного развития, чего нельзя сказать о России, где малые народы прозябают в нищете, где проводится политика русификации, в результате чего национальное меньшинство теряет свою идентичность, а с началом полномасштабной войны в Украине их безжалостно используют как пушечное мясо на поле боя. Но нет, пророссийские настроения в гагаузском сообществе с началом войны в Украине только укрепились. Такое ощущение, что гагаузское сообщество пытается обратить ход истории вспять и вернуться на 200 лет назад, во времена генерала Инзова. И тут возникает вопрос, почему гагаузское сообщество после 32 лет с момента обретения Республикой Молдова независимости и 29 лет существования гагаузской автономии осталось лояльным России и не стало лояльным независимой и суверенной Молдове. Только ли вина гагаузов в этом? Определенная часть вины гагаузов в этом, конечно, есть, но не вся. А что насчет молдавского государства и молдавского политического класса? Пророссийские политики в Молдове все 30 лет ездили в Гагаузию словно в банк за голосами, рассказывая гагаузам то, что они хотели слышать про дружбу с Россией, про русский язык как второй государственный и про то, что в Молдове государственный язык не румынский, а молдавский. Все эти годы обманывали, но на следующих выборах все также приезжали и на тех же самых обещаниях снова получали голоса гагаузов. В свою очередь, проевропейские политики ездили в Гагаузию для галочки. Просто показать, что они про Гагаузию не забывают и ведут какой-никакой диалог. Реальной интеграцией гагаузского сообщества в молдавское общество никто не занимался, оставляя гагаузское сообщество жить в своих иллюзиях, сформированных российским телевидением и российской пропагандой. Что должно было сделать молдавское государство в первую очередь и чего так и не попыталось сделать за 30 лет? Первое — это расширить возможности для образования и получения образования на румынском языке в Гагаузии. За 30 лет в Гагаузии открылись всего лишь навсего 2 школы на румынском языке обучения. Одна в Камрате и одна в Вулканештах. И те были открыты скорее для детей из молдавских сел, а не для детей гагаузов. Второе. Молдова должна была усилить свое присутствие в информационном пространстве на территории Гагаузии, увеличив и улучшив контент на русском языке, производимый Республикой Молдова. Это можно было сделать через то же Телерадио Молдова. Но Телерадио Молдова даже не открыла своего филиала в Гагаузии. Например, недавно Телерадио Молдова, сравнительно недавно, несколько лет назад, открыла второй телевизионный канал Молдова-2, который вещает на румынском языке, так же, как и Молдова-1. И тут возникает вопрос, не логичнее ли было бы открыть второй канал на русском языке, поскольку не менее 1/3 населения этой страны потребляет новостной и развлекательный контент на русском языке. Если бы Республика Молдова усилила свое присутствие в информационном пространстве на территории Гагаузии, то таким образом молдавское государство в определенной степени могло бы обезопасить себя от влияния российской пропаганды. Но Республика Молдова как государство предоставила российской пропаганде полный карт-бланш на территории Гагаузии. Все 30 лет российская пропаганда не только обеспечивала жителей Гагаузии контентом, но и сформировала предпочтения и вкусы гагаузов, и не только гагаузов, всех русскоязычных в вопросах потребления контента. Например, если в Гагаузии видят контент, где нет агрессивной риторики против Украины и Запада, или есть хоть какой-то намек на то, что Запад не желает нам зла, то этот контент просто отказываются смотреть.
В-третьих, политическое поле. Начиная с 2006 года Кишинев был практически вытеснен с политического поля Гагаузии. С тех пор Россия определяет, кто будет башканом и каков будет состав Народного собрания. И со временем это влияние только усилилось за счет неограниченных финансовых средств, которые Россия тратила и продолжает тратить на продвижение своих политиков в Гагаузии. В итоге российское влияние на политическом поле в Гагаузии превратило демократию и выборы в автономии в монстра, который поглощает огромное количество денежных средств. Для того, чтобы проводить выборы в Гагаузии, не нужно такое количество денег. Это сравнительно небольшой избирательный округ по сравнению с тем же Кишиневым. В условиях нормальной и честной конкурентной борьбы тому же кандидату в башканы нужна небольшая команда и небольшие ресурсы для ведения избирательной кампании. На деле же выборы в Гагаузии превратились в конкуренцию за поддержку России и финансовые ресурсы из Кремля. Россия фактически передает ярлык на княжение в Гагаузии лояльным себе политикам. Мы дошли до того, что управление Гагаузией Россия передала человеку не из Гагаузии. Я имею в виду Илона Шора, а не его табуретку. Все это Россия, безусловно, приправляет огромным количеством средств, которые идут не только на внедрение политтехнологических инструментов, но и на банальный подкуп избирателей. Дошло до того, что первый вопрос, который задают кандидату на встречах с избирателями, это «а что я с этого буду иметь?». В этих условиях просто бессмысленно проводить выборы. Это не выборы, это соревнования в подкупе избирателей. И Кишинев ничего не предпринимал, чтобы ограничить влияние и усиление России в политическом поле Гагаузии. Робкие действия Кишинева в 2023 году сложно назвать даже попыткой. Сегодня мы имеем ситуацию, когда особый правовой статус Гагаузии не принадлежит гагаузам. И справедливости ради, думаю, стоит признать, что по большому счету особый правовой статус никогда не принадлежал гагаузам. Для меня совершенно очевидно, что в 1994 году, когда Кишинев давал гагаузам автономию, Кишинев не подразумевал, что он не будет вмешиваться или контролировать Гагаузию политическими методами. Кишинев надеялся и рассчитывал, что политические рычаги в Гагаузии будут в руках Кишинева. И по большому счету так оно и было, но только до 2006 года. Первые два башкана таки были ставленниками Кишинева. Табунщика на первый срок продвинула аграрная партия, Краитора продвинула демократическая партия, тогда еще во главе с Дьяковым и без Плохотнюка. А табунщика на второй срок уже продвинула партия коммунистов. С приходом Формузала в 2006 году влияние Кишинева на местную гагаузскую политику сходило на нет. Кишинев прекрасно понимал, что в Гагаузии нет ни политического, ни экономического потенциала для самостоятельного управления. Но это же понимала и Россия, которая обратила внимание на Гагаузию по мере того, как у Путина ухудшались отношения с Ворониным и росли имперские амбиции Путина. Даже всемогущий Воронин не смог предотвратить избрание Формузала, который фактически является первым ставленником России на посту башкана. И мог ли Кишинев предотвратить доминирование России в гагаузской политике, учитывая разрозненность политического класса в Кишиневе и то, что большую часть времени с момента обретения независимости молдавский политический класс не занимался строительством государства, а растаскивал страну по норам. Теперь, когда некоторые политики из Кишинева взывают к здравым силам в Гагаузии с призывом предпринять что-то, чтобы спасти Гагаузию от Шора, у меня возникает вопрос, а есть ли в Гагаузии здравые силы? Я не имею в виду отдельно взятых здравомыслящих людей. Такие люди в Гагаузии, безусловно, есть, и слава богу. Я имею в виду организованные политические силы. Таких сил в Гагаузии нет, и им неоткуда было взяться за это время. Как я сказал, с 2006 года в Гагаузии доминирует Россия. А Россия явно не занималась строительством и укреплением здоровых политических сил в Гагаузии. Посмотрите, кого Россия посадила в кресло башкана и кого поддерживает в Народном собрании. Это можно назвать чем угодно, но только нездоровыми политическими силами. С другой стороны, Кишинев тоже не способствовал появлению здоровых политических сил в Гагаузии. Достаточно только вспомнить политику Плохотнюка в Гагаузии. Пока Россия покупала башканов, он покупал депутатов Народного собрания. И если левые партии использовали пророссийских гагаузов и умело ею манипулировали, то правые партии по большей части игнорировали существование Гагаузии, не понимая, что с этим регионом вообще делать. И вот мы оказались в ситуации, когда Гагаузия
не может, как барон Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы из этого пророссийского болота, а Кишинев упустил последние 30 лет и даже не пытался противодействовать России в Гагаузии. И в этой ситуации мы уже кандидаты на вступление в Европейский Союз. И если нам повезет, то в декабре этого года мы начнем переговоры о вступлении в Европейский Союз. И согласитесь, это не самая хорошая стартовая позиция. Как же мы можем выбраться из этого болота? Мне кажется, здоровые силы или здравомыслящие люди в Гагаузии должны перестать стесняться называть вещи своими именами и признать, что основная проблема не в Шоре и не в Константинове, и, конечно же, не в Лах. Это всего лишь пешки в большой игре. Проблема в ориентации гагаузского сообщества на русский мир. Боязнь даже задуматься о том, что жизнь гагаузского сообщества возможна без России. И чем больше здравомыслящих людей начнет об этом говорить, тем больше шансов, что геополитические настроения в Гагаузии и в гагаузском сообществе начнут меняться. В свою очередь, Кишинев, где у власти сегодня находится проевропейская партия, должен перестать делать вид, что проблема не существует или она сама по себе каким-то образом рассосется. Ну и перестать пытаться переложить ответственность на здравые силы в Гагаузии, которых, как я уже сказал, нет. Есть отдельные здравомыслящие люди в Гагаузии, но это не сила. И если Кишинев сегодня не может справиться с Гагаузией, где проживает 150 тысяч человек, то как Кишинев справится с Приднестровьем? И если кто-то в Кишиневе рассчитывает на то, что Молдова войдет в ЕС без Приднестровья, то что делать с Гагаузией? Конечно же, у кого-то может возникнуть мысль о том, что Камрату и Кишиневу снова нужен диалог. Но я спешу вас разочаровать. У проевропейского Кишинева нет партнера для диалога в Камрате. Да, еще раз повторюсь, есть отдельно взятые здравомыслящие люди, живущие в разных населенных пунктах и занимающиеся разной деятельностью, но эти люди не объединены в какую-то силу, влияющую на политические процессы в Гагаузии. И Кишинев ничего не предпринимает для появления такого партнера для диалога. Среди депутатов Народного собрания партнеров нет. Отдельно взятые депутаты в Народном собрании, время от времени демонстрирующие проблески здравомыслия, принципиально ситуацию не меняют. И если Кишинев на них рассчитывает, то далеко мы таким образом не уедем. Я не говорю о том, что Кишинев должен прийти и завалить местных политиков деньгами, по примеру России. Я говорю о другом, о принятии каких-то административных и законодательных мер, которые помогут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Например, сделать так, чтобы партии, участвующие в выборах в Народное собрание, получали государственное финансирование, как национальные партии, получающие мандаты в местных советах и мандаты в парламенте, и после этого получают государственное финансирование. Это откроет, например, дорогу для создания местных партий в Гагаузии и объединения местных здоровых сил. Или же способствовать переводу работы депутатов Народного собрания на профессиональную основу, чтобы те, кто желает участвовать в политической деятельности в Гагаузии и в политической жизни, но не желают брать взятки, могли бы работать, зная, что они смогут за свою профессиональную деятельность политика получать зарплату и обеспечивать свою семью. Сейчас же работа депутатов Народного собрания не оплачивается, кроме работы 12 депутатов, входящих в президиум Народного собрания, что дает рычаги для влияния при формировании большинства в Народном собрании. Ну и, наконец, Кишинев не должен бояться перевести компетенции по организации и проведению выборов Башкана и Народного собрания в ведение ЦИК Республики Молдова и отобрать у Гагаузии эти компетенции. Да, я считаю, что у Гагаузии не должно быть этих компетенций. За 29 лет существования гагаузской автономии Гагаузия неоднократно демонстрировала, что не может, а может и не хочет защищать гагаузские выборы от коррупции. И это только малая часть мер, которые Кишинев должен был предпринять давно, но почему-то не предпринимал. Надеяться на то, что все проблемы, связанные с Гагаузией, рассосутся после вступления Молдовы в Европейский Союз, это большое заблуждение. Да, в сложившейся геополитической ситуации Европейский Союз не может позволить себе держать Молдову и Украину в приемной ЕС долго. Но в то же время Европейский Союз не хочет импортировать к себе все эти немаленькие проблемы, которые есть в Молдове. Желаю нам удачи на саммите ЕС в декабре. В то же время желаю прозрения гагаузам, а также решительности и зрелости политикам в Кишиневе. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Ну и поддержите нас, если у вас есть такая возможность. Вы можете сделать это либо через
Patreon, либо разовыми пожертвованиями через Paynet. Увидимся через неделю в новом выпуске Nocta Life. До свидания.